Да здравствует сладкий пир! Подарки для ингушских ребят ждут своей отправки в самые разные точки республики. Порадовать детей вкусными конфетами и шоколадками решил благотворительный фонд «Сафмар», возглавляемый российским предпринимателем Микаилом Гуцериевым. В честь месяца Рамазан Микаил Саварбекович Гуцериев, это президент группы «Сафмар», провел акцию по раздаче подарков, сахен, бириш, маса, да, хватит. Мы сегодня привезли 10 тысяч подарков, раздаем в школам. Рады очень обрадовать детей, тем более в этот месяц, святой месяц Рамадан, конечно, и дети будут радоваться. 10 тысяч подарков от мецената, оформленных в национальном стиле, охватит не только города и близлежащие села региона. Юных сладкоежек порадуют и в отдаленных поселениях республики. Тысячи презентов получат дети из Джейрахского района. Для детей это, конечно, будет хороший подарок, потому что практически в каждой семье, в каждый дом получит этот подарок. Джейрахская средняя школа – первая в списке получателей. Подаркам дети очень рады. Тут же спешат взглянуть, что внутри коробки. Правда, сладости есть ребята не спешат. Нужно же поделиться конфетами дома с родными, делится Мухаммад Алдаганов. Мне нравится торт Аленка и молочный шоколад. Спасибо вам всем. Я приду домой и поделюсь со всей своей семьей. Тут самые любимые мои конфеты. Тут я одна все не съем в одиночку, я со всеми буду делиться. Сладости получат учащиеся первой джейрахской школы. Презенты порадуют и дошколят в пришкольном детском саду. В нашей школе учатся 338 учеников и 75 воспитанников. У нас школа детский сад, поэтому подарки получат все дети, воспитанники. И отдельную благодарность хотели бы выразить Гуцериеву Микаилу, который возглавляет этот фонд, за такие радостные эмоции наших детей. В такой священный месяц, мне кажется, самое благое, что мы можем сделать, это подарить радость детям. Еще одна отдаленная точка республики, где обрадовались подарком юные непоседы из 26-й школы Дядиков юрт. Почти 500 подарков мы получили, в том числе дети, особенные дети, которые получают образование индивидуально на дому. Хотелось бы выразить огромные слова благодарности всем тем людям, кто имеет отношение к этой акции, кто приложил усилия, проявил внимание. Вкусные презенты дали детям и в 7-й школе Псидаха. Подарки ребятам торжественно вручают на линейке старшеклассники. Таким сюрпризом дети очень довольны. В рамках акции в школе учащимся начальных классов вручили 186 коробок со сладостями. Хочу выразить большую благодарность Гуцериеву Микаилу Саварбековичу за принятое участие в этот священный праздник Рамадан, что он поздравил наших детей. Большое ему за это спасибо. И пусть у них все будет хорошо. В списке получателей подарков дети с ОВЗ, находящиеся на дистанционном обучении, воспитанники культурно-досуговых и реабилитационных центров. Так, подарки от Микаила Гуцериева получили и воспитанники Республиканского реабилитационного центра. Так, я очень сильно люблю шоколад, конфеты. Первый день пришла в больницу, а уже подарок получила. Мы получили 65 подарков. Часть мы их раздали, дети, которые прошли реабилитацию, они частично ушли домой, но они сейчас вернутся за своими подарками. Активную помощь в распределении подарков по адресам оказывает и Минкульт региона. Более 3000 из них сотрудники ведомства развезут лично. Дирекция благотворительного фонда «Сафмар» вышла на Минкульт с предложением сделать подарки для работников Министерства культуры, для наших детей и наших подведомственных учреждений. Мы с удовольствием, конечно, приняли такой дар. По просьбе Минкульта благотворительный фонд Микаила Саварбековича порадует и особенных деток, которым, увы, сладости не разрешены. Специальное питание, а это смеси и йогурты, сотрудники Минкульта развезут 12 семьям по всей республике. Тут с учетом того, что нужно каждому ребенку, которых мы представили фонду, чтобы они им помогли, это вот такие вот смеси: жидкое питание, порошковое питание нескольких видов. И такая партия, но мы надеемся, что с поддержкой этого фонда, что такая помощь ребятишкам и Ингушетии, инвалидам, она будет постоянной. Еще одним приятным бонусом от мецената для таких детей станет и детская мусульманская энциклопедия. Такую же акцию для семей благотворительный фонд Микаила Гуцериева планирует провести 1 июня, в День защиты детей. Дана Плиева, Джамалил Султыгов, Новости 24.